Спасибо большое. Прошу вас. Уважаемые ветераны, ленинградцы, уважаемый Александр Григорьевич, дорогие друзья, сегодня особый день. Его значение ничем невозможно измерить, кроме тех чувств, которые испытал тогда в январе 1944 года каждый житель измученного и героического блокадного города. Ровно 80 лет назад Ленинград был полностью и бесповоротно освобожден от вражеской нацистской осады. Его великая судьба, борьба и мужество, его победа навсегда останутся одной из самых трагических, но и самых триумфальных страниц в истории нашей страны, да и всего мира. В нацистской директиве о будущем города Петербурга было прямо указано, что его надлежало блокировать и, дальше цитата, «стереть с лица земли». А возможные предложения о сдаче, как было написано в этой директиве, должны быть отклонены. Но самодовольный враг зря ждал капитуляции. Город сражался. Ленинградцы, бойцы Красной Армии стали стеной на пути у захватчиков. Нацисты действовали люто, цинично, в точном соответствии с беспощадными приказами. Почти беспрекословно вели и беспрерывно вели артобстрелы города, бомбили с воздуха и осознанно, что называется, планово обрекали почти 2,5 миллиона жителей на голодную смерть, на запредельные, немыслимые лишения. 872 дня Ленинград был в блокадном кольце. Пульсом города стал метроном, а его сердцем – люди, которые, несмотря на все испытания, продолжали трудиться, бороться ради спасения города, родной страны, ради победы. 872 дня в окрестностях Ленинграда нацисты и их пособники творили ад кромешный на земле, казнили и измывались над беззащитными гражданами, убивали военнопленных, уничтожали бесценные памятники, грабили музеи, исторические дворцы и усадьбы. 872 дня на подступах к Ленинграду шла ожесточенная битва, и победу одержали наши, советские солдаты и офицеры, которые сражались за правду, свободу и справедливость, за своих близких, за свой дом, за Родину. Сегодня мы отдаем дань глубочайшего уважения их отваге и мужеству. Чтим память каждого участника обороны Ленинграда, каждого жителя, осажденного и не покорившегося врагу города. Скорбим о тех, чья жизнь оборвалась в боях на Невском пятачке, у Орененбаума и Кронштадта, на Пулковских и Синявских высотах, в водах Ладоги и Финского залива, о тех, кто обрел вечный покой на Смоленском, Серафимовском, Волковском, Пискаревском кладбищах, в бесчисленных братских могилах. Объявляется минута молчания.
Спасибо. Дорогие друзья, сегодня в Гатчине был открыт мемориал мирным жителям Советского Союза, жертвам нацистских расправ в годы Великой Отечественной войны. Блокада Ленинграда навсегда останется в истории как самый страшный пример массового убийства советских граждан. От голода и болезней в городе погибло свыше 1 миллиона человек. В основном это пожилые люди, женщины, дети. Это число сложно осмыслить и представить, но это лишь часть тех бесчинств, что обрушили на нашу землю, на наш народ нацисты и те, кто им присягнул, прислуживал. Стал соучастником зачистки так называемого жизненного пространства для так называемой высшей расы. Исполнителем зверских карательных операций, казней мирного населения на оккупированных территориях. Их действия в отношении многонационального советского народа полностью соответствуют признанному во всем мире определению геноцида. И мы добьемся, чтобы оценка таких преступлений была незыблема в системе международного права. Агрессия, с которой столкнулась сегодня наша страна, прямо свидетельствует. Тогда, в 1945 году, нацизм был повержен, но не изжит. Русофобия, ксенофобия, национализм стали орудием реваншистов во многих странах Европы, в Прибалтике, к сожалению, на Украине. Им мешает невыгодно настоящая, подлинная история. Отсюда постоянные попытки пересмотреть, извратить причины, ход и сами итоги Второй мировой войны, возвеличить убийц и оболгать героев. Они нагло врут, в бессильной злобе сносят памятники тем, кто освободил планету от нацизма, и тем самым отказываются, отрекаются от своих же предков. И это тоже преступление. Мы никогда не предадим память и подвиг наших отцов, дедов и прадедов. Никогда не забудем их жертвенный путь к великой победе. У каждого из нас есть родные, которые сражались на фронте или трудились в тылу. Их самоотверженность и сплоченность, искренняя любовь к родине дали запас духовной, нравственной прочности на многие поколения вперед. И все они живут в наших сердцах. Герои Брестской обороны, Брестской крепости, обороны Москвы, защитники волжских рубежей и Курских полей, генералы и рядовые, солдатские матери, труженики тыла. И, конечно, мужественные, несгибаемые жители блокадного города на Неве. Вся Россия чествует сегодня ваш подвиг. С праздником вас! С днем полного освобождения Ленинграда от нацистской блокады! Уважаемый Владимир Владимирович, дорогие друзья! Всем вам, нам посчастливилось родиться, жить, учиться и работать в великом городе-герое. Городе, который навсегда останется в памяти потомков символом несгибаемой воли, стойкости и мужества советских людей. Нет в мире примера, сравнимого с подвигом ленинградцев. Преодолев голод, холод, жажду, пережив бесконечные смерти родных и близких, они сохранили в себе человечность. Судьба каждого из них – история духовного подвига. Эту историю знаем по воспоминаниям очевидцев.
архивным кадрам, кинохронике, газетным статьям тех лет. Мы понимаем, перечитываем, помним, пересматриваем, ищем ответы на вопросы, которые ставит перед нами время. Вопросы сложные и принципиальные. Эти вопросы мы пытаемся решить и сегодня. Наиважнейший из них – сохранение правды о той войне. Эта правда демонстрирует глубину нравственного и морального падения тех, кто встал под знамена нацистской Германии. Она падает черной тенью на многие западноевропейские страны. Это наша правда. Но речь не идет о вражде с их народами. Мы, наследники победителей, противостоим идеологии нацизма, от которой страдали и немцы, и французы, и многие-многие другие народы. Также мы ставим вопрос признания геноцида советского народа. До сих пор неизвестно точное число жертв той страшной Великой Отечественной войны. И в Беларуси, и в России мы все еще находим останки убитых матерей, прижимающих к груди младенцев, грудных младенцев, похороненных заживо. Таких сюжетов не счесть, и цифры ужасают. Мы мирные люди, мы не хотим войны, но перед нами снова поставлен вопрос о праве на жизнь нашей цивилизации, на сохранение исконных ценностей национальных культур. Чужого нам не надо, особенно тех благ, которые не единожды насаждались нашим предкам огнем и мечом. И тем не менее, как после победы, так и сегодня, мы призываем к мирному диалогу, но при условии уважения нашей исторической памяти и правды о той войне. Мы открыты любым дружественным шагам навстречу и в России, и в Беларуси. Дорогие друзья, ровно 80 лет назад полное снятие блокады Ленинграда сделало Великую Победу еще ближе. Нам предстоит отметить много годовщин великих битв и сражений, которые в итоге остановили самую жестокую в истории человечества войну. Подъезжая к этому мероприятию, мы с Владимиром Владимировичем обсуждали много идей, пытались контрпропагандировать, обсуждая их. И он назвал ужасную одну идею наших мерзких, которые до сих пор не могут успокоиться, наших уже мерзких, молодых, которые не видели войны, да и серьезного горя не видели, которые говорят, да не надо было защищать Ленинград, надо было его оставить. И огромное количество, более чем миллиона жизней бы сохранили. Опасная тенденция, они, сволочи, из прошлого пытаются смотреть в настоящий день. А заключается все в логике. Но если не надо было защищать Ленинград, так а зачем было защищать Москву? Ну а вообще не надо было и защищаться. До Урала, по крайней мере. Они бы пришли к нам и сделали бы нас лучше. Я согласен с президентом России, который говорит, ну мы потеряли свою цивилизацию. И мы бы сегодня не жили на этой земле, если бы не боролись мы за каждый клочок земли. Но, как я сказал, они из прошлого смотрят в настоящее. И логика в чем? Да не надо сопротивляться, не надо бороться. Они сегодня на наших границах точат мечи, чтобы прийти к нам. Они идут снова к нам, чтобы сделать нас лучшими. Не надо сопротивляться. И где будем мы? Вот главный вопрос, на который мы сегодня пытаемся ответить. Мы отвечаем и ответим. Будьте в этом уверены.
И пусть память о тех, кто ушел от нас, вдохновляет нас на созидание во имя будущего наших народов, во имя мира. Мы сохраним свою цивилизацию. В этом вы можете быть уверены. Спасибо.